Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что думают о вас окружающие люди. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на такой мини-колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь очень красивая женщина. Она знает себе цену, она знает, какая она красивая, ухаживает за собой. И вот по этой женщине никогда не скажешь, какие сложности в жизни были пережиты. На самом деле внешний вид создается таким, когда человек вот как будто бы не имел вообще каких-то проблем или не знает плохой жизни. С виду так создается. На самом деле здесь все сложно. Это может быть сложное прошлое. Также я бы еще сказала, знаете, вот как уже на сегодняшний день даже, можно сказать, сейчас лучше, нежели прежде. Иначе, по-другому. Здесь уже какое-то осмысление. Раньше были, может быть, какие-то проблемы, как вот совершила какую-то глупость. Совершила по глупости. Или не понимая. Но вот сейчас до вас что-то определенно такое доходит. Именно доходит. Здесь идет речь о вас как человек-искуситель, сердцеедка, роковая женщина. Женщина, которая после себя на самом деле уходит и все вот как валится, рушится. Вы пережили измену или вы пережили предательство. Здесь даже предательство было со стороны самых близких людей. На сегодняшний день эти люди о вас вспоминают. И вы, возможно, вспоминаете об их предательстве. Вы сейчас очень сильно поменялись, вы это сами понимаете. Здесь человек, кстати, даже читал какую-то литературу или обучался чему-то ради каких-то изменений. Вы сами себя на это подталкивали. Вот занимались самоучительством, потому что как по-прежнему жить не хочется. Здесь показывают также человека, который, как бы ему сложно ни было, всегда поможет. Всегда поможет. Вы компанейский, общительный человек. Вы, скорее, даже в компании женщин яркая, выделяетесь. Вот вы идете с подружками, а вот внимание со стороны, особенно противоположного пола, падает на вас. Если у кого-то длинные в молодости волосы, длинные-длинные. Или, в принципе, да, по себе любите длинные волосы. Здесь показывают, что вы работаете до потери пульса. Вы даже и не спите, и не едите вот так как-то. Работаете на износ. Здесь, кстати, это все идет из-за... Не потому, что вы работоспособны и так далее, хотя и это у вас есть, а из-за какой-то боли вы уходите в работу. На сегодняшний день, по крайней мере, вы стараетесь вот как-то отвлечь себя работой или какой-то деятельностью. Здесь есть какой-то мужчина, о котором вы ломаете голову, думаете о его обмане, предательстве. Вы знаете, вот как бы уже и прошло сколько-то времени, но вы долгое время, возможно, но вы это не отпускаете. До сих пор это сидит в голове, или даже вот, знаете, когда вспоминаете моменты, ну как-то неприятно становится. Болит или кажется, да, такое чувство вам, что кто-то несправедливо поступил с вами. И вы, возможно, даже ждете наказания этого человека. Здесь
Но здесь показывают, что вы проявляетесь вот лично для этого человека уже другим человеком. На самом деле, женщина, которая самодостаточная, и женщина, которая независима. По крайней мере, он это чувствует, считывает, что вы независимая. Вами уже не управлять, как было раньше. Кстати, здесь показывают еще ваше состояние. Вы хотите именно обнулиться или не думать, вот так назовем, об этом человеке. У вас очень много о нем мыслей. Вы не переживаете, вам просто неприятно кого-то вспоминать. Может быть, даже здесь у кого-то была какая-то конфликтная ситуация совсем недавно. Вы понимаете, что как будто бы человек вами манипулирует или пользуется. Вы научились через этого человека тоже манипулировать. Но вы понимаете, что это нехорошо, но вот кто-то этого заслуживает однозначно. Возможно, даже из вашего окружения. Резкая вы. Хочется так еще сказать, вы резка на поворотах. Вы не боитесь ничего. Вы скорее сейчас, на сегодняшний день даже, вы можете предпринять какое-то решение, другие бы побоялись, а вы нет. Важное решение, а вы нет. Вам уже, вот хочется так сказать, нечего терять. Мне уже нечего терять, или я не боюсь. Я уже всего видела. Недоверчиво, но ваше вот это недоверие вызывает в людях то же самое. Вот как поворотное недоверие. Вы не верите, они тоже вам не верят. И вы можете из-за этого обижаться. Показывает, в жизни у вас, в принципе, в целом какая-то неровная траектория идет. Здесь вот как будто бы кто-то пытался корректировать как-то вашу жизнь, мешать вам, вставлять палки в колеса, да, подставлять подножки. И вам приходилось из этого куда-то не туда сворачивать. И потом думать, почему это случается. Возможно, кто-то вас вводил в заблуждение. Именно выходили под вуалью любви, как будто бы вас любят. Вот именно сюда идет фраза, как будто бы вас любят или о вас заботятся. На самом деле здесь вот как извлекают какую-то свою душевную выгоду по душам. Может, даже, вы знаете, как не только отношения, хотя здесь больше отношения проигрываются, но вот даже, например, подруга брала вас с собой или звонила вам, или писала, или общалась, или встречалась только ради того, чтобы, что чувствовала, что нуждается. Когда вы рядом, у нее все хорошо, или же у нее налаживается настроение. Вот какое-то пользование. Не потому, что она вас любит, а потому, что она этим пользуется. И также мужчины могли пользоваться именно вашей чувственностью, вашей любовью. Вы же сейчас это раскусили, поняли и по-другому действуете к этим людям. Возможно, даже и не доверяете, и не подпускаете, да, или вот как-то держите на длинном поводке, на расстоянии. Вообще человек вы смышленый, вы очень быстро соображаете и на лету схватываете информацию, вы быстро учитесь. Также вы склонны скорее проводить долгий анализ, тоже такое, когда запроделанное что-то, или доходит до вас только потом, аж через несколько лет. Отпустили человека из своей жизни, который был для вас, вот я тащила его на себе, я кормила его, я заботилась о нем. У кого-то здесь может быть уход за престарелыми людьми. Также показывают богатые. Также показывают здесь человека, который на сегодняшний день именно распределяет свои эмоции. Кому их давать, а кому нет, по справедливости. С кем общаться, а с кем нет. Кому звонить или кого поздравлять, а кого нет. Знаете, такое чувство здесь, как будто бы вот какие-то праздники не чувствуются. Вы не чувствуете их, вот как парализованы. Раньше было какое-то настроение, а сейчас вот просто какая-то тьма внутри. Есть состояние какого-то некого и сожаления о чем-то, и страха перед будущим.
Хотя вы человек такой, я и говорю, что вы не боитесь резких поворотов. Но сейчас о чем-то вы задумываетесь, потому что у вас, возможно, есть за кого-то ответственность. Я же не одна, а у меня, например, есть дети. Раньше бы я, может быть, действовала бы так, а вот с детьми уже сложнее действовать или делать какие-то резкие повороты. Вы об этом думаете. Также вы человек, который заботится сейчас о ком-то, может, о детях или о престарелых, немощных людях, которым тяжело. Сложная ситуация здесь. Вы ждете результат или какие-то деньги. Также здесь ждет человек как встречи с кем-то, какой-то встречи. Если с вами проигрывает портрет, давайте смотреть дальше, что думают о вас окружающие. Что думают о вас окружающие? То, что вы живете себе как сыр в масле, притом как будто бы вас обеспечивает кто-то, или за вами есть какое-то плечо, связи какие-то, сильные люди. И вот вам не страшно, вы под какой-то защитой, под охраной, может быть, вас охраняют, близкие или какой-то мужчина. Да, то, что вы очень целеустремленные, вы сейчас горите чем-то, у вас есть какое-то желание. Также здесь как будто бы вы кому-то рассказывали о какой-то своей цели, что вы собираетесь делать. И вот человек в курсе об этом и думает об этом. Это не так, что вы рассказали, да, и вот он забыл. Нет, он думает о вашей цели, этот человек. Или о вашем пути даже. Вот я поеду или буду делать что-то, и он уже знает, и об этом думает, переживает за вас. Здесь полюбовно, здесь любовная тема, здесь человек вас любит. Я бы сказала, это любовь через какие-то терзания. Здесь нелегкие отношения, здесь есть доля манипуляций, здесь есть доля каких-то игр, вот этих особенно качелек, молчанок и так далее. Приходить, возвращаться и уходить. Вот как-то так. Он, кстати, чувствует почему-то, что вы о нем с кем-то болтаете, кому-то рассказываете информацию о ваших отношениях. Также он видит то, что вы, в принципе, человек общительный, и вот та информация, которая о нем конкретно, она как будто известна многим людям. Вы можете даже, как он думает, о его характеристике говорить, или о его желании к вам, или о его любви к вам. Здесь складывается еще чувство, как будто бы вас на работе кто-то обсуждает эти отношения, или ваши с кем-то отношения, вашего мужчину. У какой-то есть такой интерес, что же у вас за мужчина, да, или что он из себя представляет. Также, в принципе, кто видел вашего мужчину, здесь обсуждение вашего мужчины, или вас в целом, да, как пары. Думает о том, что вы такая женщина, у которой все схвачено. Притом даже вот если решать план здоровья, то у вас тоже там все схвачено. Кто-то почему-то задумывается о том, что вы никогда чем-то не заболеете, какой-то болезнью там тяжелой, да, или что вы всегда будете молода, красива. Вообще в вас видят цельную женщину, женщина, в которой есть все или многое. Вы успеваете за всем. И за домом, и за бытом, да, и за детьми. Вы умудряетесь и учиться еще чему-то. Также такое чувство, как будто бы вас кто-то или программирует, или кто-то над вами стоит, который говорит вам, что делать. Вы проигрываете именно роль, знаете,
Вот как подставное лицо, например, да, а кто-то скрывается за вами, руководит. Но здесь к вам, сразу говорю, идет недоверие. Особенно здесь рабочие аспекты. Вам с работы люди, они как-то или перепроверяют вас, или не верят вам. Думают о том, что вам очень сильно повезло. Повезло в каких-то здесь дороге и отношения. Повезло вам в какой-то дороге или в каких-то разъездах, и вам повезло чувственно в отношениях. Вам повезло даже там, где вы находитесь. Об этом говорят. По крайней мере, думают, что вам очень сильно повезло с локацией, где вы находитесь, живете. Притом кто-то очень тоже бы хотел там находиться, да, или пользоваться какими-то преимуществами, которыми вы пользуетесь. Как будто бы вам это все дается бесплатно, а вам дается это каким-то даже вот своим трудом. А такое чувство, что вам кто-то помогает, вас спонсирует как будто. Но здесь такое явно какое-то такое острое наблюдение за вашей реакцией идет, за то, что вы скажете или как вы будете действовать. Здесь кто-то чего-то может бояться от вас. Вас показывает человека, которого бесполезно переубеждать в чем-то, потому что вы сейчас находитесь, возможно, не в совсем легкой какой-то ситуации, справляетесь сами, и вы на чем-то конкретно сосредоточены, думаете, да, вас нельзя как-то отговорить от чего-то, или вас нельзя на вас повлиять, на то, о чем вы думаете. Кому-то очень сложно с вами справляться или спорить. Если встает вопрос денег, вы не дадите. Если встает вопрос каких-то советов, вы тоже не дадите. Вы стараетесь от всех куда-то уходить, отстраняться. Здесь вас видят отстраненной. Притом, вы знаете, вы женщина умная, а поступаете так глупо, кто-то конкретно об этом заявляет, что вы глупо как-то поступили или ведете. Возможно, сделали какую-то ошибку или видят вашу ошибку. Зачем вы это сделали, хотя вы, в принципе, хорошо в чем-то соображаете. Не понимаю, о чем идет речь, вы можете написать. Потому что здесь показывают еще вашу характеристику именно портрета, когда вы сыта в чем-то, и вам уже не надо. Может быть, даже предложение о помощи вам или знакомство нового с вами, но вы как-то уже сыты, вам не надо. Вам ничего, в принципе, вы говорите себе, мне ничего от вас не надо, или вообще я не нуждаюсь ни в чем. Я только нуждаюсь в какой-то деятельности, в шансах в этой деятельности, может быть, даже в карьере, в работе. Вот в чем я нуждаюсь на сегодняшний день. И при том понимаете, что у вас есть на это силы, у вас хорошо работает фантазия, что-то придумать новое. Также вы человек, который в некой степени, помимо чего-то основного, увлекается или эзотерикой, или психологией. Очень много думаете об этом. У вас, кстати, даже и сны по этому поводу идут, да, что вы в чем-то очень хороший специалист, развиваетесь и разбираетесь в этом. Вы не стоите на месте, у вас постоянно какая-то движуха, постоянно. Также показывают ваши изменения, особенно внешних данных. Здесь и характеристика тоже идет, но вы вот как-то очень сильно поменялись. В последнее время вы или говорите по-другому,
или выглядите не так, как выглядели раньше. Здесь могут даже и подозревать, что вы делали себе какую-то пластическую операцию. Могут обсуждать, говорить об этом, что у нее на это пластическая операция или, в принципе, какое-то вмешательство идет, косметическое и так далее. Может быть, у кого-то и хирургическое, у всех по-разному. Также окружающие могут думать о вас, что, в принципе, вы ни в чем, опять-таки, не нуждаетесь, у вас все есть, вы достаточно обеспечены или вы живете в достатке. Также здесь момент того, что если в чем-то помочь, то вам не надо, у вас уже кто-то есть или какие-то связи, кто вам поможет это решить. Вы показываете некую такую самодостаточность, независимость, и вы проявляете то, что у вас все есть. Люди, возможно, даже считывают вас, что у вас все есть. Ну, смотрите, вот как раз-таки думают, опять-таки, что вы никого не хотите подпускать, недоверчиво скрываете что-то. Определенно чувствуют, что вы скрываете какое-то счастье или благополучие свое. Также здесь кто-то конкретно думает о скрытии каких-то ваших путей, дорог. Куда вы идете, что вы планируете. Вообще считают, что вам в чем-то везет, вам постоянно в чем-то фартит. Хотя по общению вы человек очень легкий. Нет к вам претензий вот в этом плане. Но чувствуют скрытность. Также здесь чувствуют именно то, что вы скрываете какие-то неудачные отношения с мужчиной. Почему-то такое идет, что вам или не везет с мужчинами, да, или вот на самом деле кто-то вас именно завел вот как в капкан какой-то. Мужчина, может быть, негативно влияет на вас. Чувствует в том, что вы в чем-то мучаетесь. Есть какие-то проблемы в отношениях. Вы предпочитаете скорее больше уединения, нежели веселой компании. Или же, да, вы еще тот человек, который доверяет проверенным. У вас определенно есть кто-то, конкретно один, но проверенный, да, возможно, даже со школьной скамьи или вот в школе именно. Вы в отношениях, не было у вас там большой компании, а вот кто-то, подруга одна, да, вот и вы с ней. Максимум 2-3 человека. Хотя с вами можно и договориться, и поговорить о чем-то. Далеко вы видите, все смотрите куда-то. Возможно, даже вы задумываетесь уйти откуда-то. И это люди вот как будто бы могут догадываться, она хочет уйти, да, ускакать. Не просто уйти, быстро. Или рвется. Очень красивая, у вас красивые наряды. У вас очень хороший вкус в одежде. Вы разбираетесь в чем-то. Может быть, даже сопоставляете, например, цвета в одежде. Вы задаете тон. Я говорю, здесь вы разбираетесь в чем-то, потому что здесь кто-то именно прислушивается к вашим советам. Идет, не идет, подходит, не подходит. Также вы человек, который задает свой какой-то тон, свою моду. Вы ждете, когда пройдет какая-то ситуация, да? Здесь люди думают, что вы ждете и переживаете о чем-то, а может даже о ком-то, да? Здесь можете сидеть и переживать, но вы ждете, когда эта ситуация уйдет от вас. Уйдет. Здесь, кстати, может кто-то думать о том, что вы обходите какие-то законы. Законы. Или не слушаете какие-то законы.
сами руководите своей жизнью. Вот здесь люди видят, что вы управленец или человек, который на самом деле к чему-то стремится. Здесь даже сравнивают себя с вами, да, что вы стремитесь, а он, этот человек, стоит, никуда не двигается. Даже, вот знаете, ставит вас как вот, посмотри, она какая молодец, а я вот сижу. Иногда вы в жизни людей бываете светом, подсвечиваете на что-то, на какие-то ситуации. Пример. Кстати, вот именно здесь смотрят на вас какие-то незнакомые люди постоянно. Заглядываются и вот как, посмотрев на вас, о чем-то думают. О чем-то думают. Думают о вашем... Вот знаете, тут такое идет, что по обложке не скажешь. Да, или кто-то конкретно может так думать, что это только напускное, это только с виду так. А на самом деле все иначе. Даже могут смотреть конкретно на вас, когда вы в отношениях с кем-то, что все иначе, нежели проецируется это внешне. Но почему-то здесь именно незнакомцы. И очень много людей почему-то задумываются о ваших отношениях. Очень даже подозрительно. Почему? Потому что вы проецируете именно что-то такое, что именно несет в себе какую-то тяжесть, сложность. Возможно, даже в проявлении к противоположному полу вот вы как-то или общаетесь, или разговариваете именно, что выдает вас. О вас очень много думают люди, которых вы уже даже и не помните. Но они вас помнят. Еще как помнят. Помнят какие-то сложные ситуации или приключения. Возможно, даже какие-то яркие события были, когда были эти люди. Может быть, даже, знаете, как из самого-самого детства эти люди. Когда вы были маленькие, вспоминают вас. Вот девочка была в нашем дворе, например, да, вот как-то так. Скрытные вы. Скрывайте свое финансовое положение. Притом здесь люди думают, что вы как сыр в масле опять купаетесь, наслаждаетесь жизнью или у вас есть деньги. Вы здесь, кстати, опять-таки независимы. Вас видят независимой, сильной очень, которая не готова, а которая может сама за себя заплатить, которая не нуждается в чьей-то финансовой поддержке. Здесь, кстати, смотрят на вас мужчины, на ваши финансы, на то, что вы можете себя обеспечить. И им это нравится. Даже вот знаете, что в вас возбуждает, это ваша работоспособность или умение зарабатывать деньги. Кошмар. Вы, кстати, стараетесь не поддаваться на чьи-то уловки или на уловки таких мужчин. Вы легко прокусываете таких мужчин, которые хотят пользоваться вашим каким-то ресурсом, неважно, это может быть и любовное, даже чувствами, наслаждение вами, как женщина. Нет, вы не даете. И это считывается вот прям сразу, да, возможно, как бы человек думает о вас одно, когда познакомится с вами, общается, он понимает, что так легко с ней не пройдет, да, что она вот-вот меня развернет или же покажет мне средний палец. Но в то же время думают, что вот такая женщина, с ней можно построить серьезные отношения, ей можно доверять. Это именно мужчины. Женщины же, кстати, могут ревновать своих мужчин по отношению к вам. Вы вызываете такую... Вы яркая, вы красивая по звезде, да, здесь везде звезда выходит. То есть вы приметная, не незаметная, а приметная, да, вас видят, вы как яркое пятно. Увидел и не сотрешь. Вот вы такая. И вот женщинам это не нравится. А мужчины, наоборот, вот, ну, мужчины тут
со своими, опять-таки, мыслями. И здесь, кстати, очень много таких, которые стараются почему 6? Сесть на женские плечи. Здесь могут шестерки смотреть. 6. Выскользнуло 6. Сесть на женские плечи. Или положиться на женщину, что она решит какие-то материальные проблемы. Или покроет, да, материальное что-то. Что вы вот с вами общаешься, вроде как все хорошо сначала, но потом вы скупитесь на эти эмоции. Скупа на эмоции. Жалко вам. Вы эти эмоции лучше себе подарите. Кстати, здесь проявление какого-то такого эгоизма замечают, что вы наслаждаетесь собой, любите себя, засматриваетесь на себя, привередливы, может быть, к себе. Очень тщательно за собой смотрите. И вы сама себе нравитесь. Или, знаете, еще человек бывает самовлюбленный, сам в себя влюблен. Вот такой вас видят. Здесь кто-то видит конкретно, что вы стоите, например, перед зеркалом, красуетесь, любите себя. Кто-то даже, вот знаете, как злится, что вы так делаете. Здесь оборачиваются на вас, смотрят. Но здесь есть такая некая доля опять зависти. Зависть. Что еще о вас думают окружающие? Что вы умеете вершить реальностью, крутить, вертеть. То есть вы можете ситуацию поставить так, как нужно это вам. Манипулировать, пользоваться какими-то приемами. Именно здесь у вас какая-то инструкция, или вы хороший психолог, в чем-то разбираетесь. Также вы человек, который, возможно, применял свои какие-то практики на людях или на ком-то конкретно. Почему же, да, об этом думают? Потому что вы, человек понимает, что вот как будто бы вы применяете какую-то практику своих знаний. Например, даже психология. Вы человек, который еще чему-то и научит. Вы человек, который и разрушит. И сам же построил, сам же разрушил. Вершите реальностью. Как захочу, так и будет. Или как я хочу. Появляетесь только тогда, когда где-то выгодно или уже все готово. Вот так вот, наготовенькое. Так, кстати, и говорят, вот конкретно, да, что она появляется тогда, когда уже все сделали, или когда вот уже все приготовлено, не надо суетиться. А она в этот момент появляется, как будто бы специально, да, как будто бы, или начинаете оправдываться, что на автобус опоздала, или такси задержалась, или еще чего. Ну, постоянно какие-то оправдания. Но вот вы человек, который на все готовенькое. Видят вас женщину, у которой как будто бы есть скрытый талант, да, или человек занимается какими-то практиками, но он тщательно скрывает об этом информацию, да, вот по вам и не скажешь, но вы смотрите или на самом деле не в бровь, а в глаз, или говорите, проецируете об этом, кому-то вот прям показываете, учите кого-то чему-то. Но здесь какие-то вот материалы, вы пользуетесь какими-то материалами. Занимаетесь чем-то, практикуетесь. И вот как будто бы над этими людьми, которые так думают, вот как будто бы ставили опыты или проводили опыты. Что-то вы такое представляете из себя во внешнем, что
именно показывает вас как человека-творца или человека, который может повлиять невидимыми силами. Также вы и очень талантливы. Здесь кто-то видит ваши таланты, но почему-то говорят, что вы не пользуетесь ими, хотя бы могли бы достичь каких-то вершин, вы боитесь чего-то, отталкиваете или откладываете. Думают о вас, что вы совсем себе, знаете, непростая, хотя проявление ваше может быть, да, таким простым, женщина из народа, но и не такая и простая, как кажетесь. Вы, может быть, да, вот как думает она, притворяется, она знает больше или притворяется, что не знает. На самом деле она все прекрасно понимает. О вас говорят люди, которые давно вас знают или прекрасно вас знают. Думают о том, что вы кого-то оставили ради победы или достижения чего-то. Воспользовались и ушли. А вы? Вы сделали это ради того, чтобы от кого-то освободиться, а не чем-то пользоваться. Да, вы сделали хитро, но чтобы освободиться от кого-то, от каких-то зависимых отношений или того, кто вами манипулирует или достает вас. Здесь ради безопасности человек поступил, а многие думают, из-за какой-то меркантильности, выгоды вы поступили так. Видите, как люди думают совершенно иначе. То есть, судя по обложке или в голове накрутив что-то. Если красивое платье на женщине, все. Она наслаждается жизнью этой, она живет, а у нее одно единственное это платье, например, да. То есть, видите, как проигрывает внешнее с внутренним. Совершенно все по-другому. Или если она одела короткую юбку, то она девушка легкого поведения. На самом деле это может быть и психолог, или да, и еще кто-то, например. Кстати, кто-то мне написал в комментариях про мои сравнения, что они неуместные, что они какие-то не такие, эти сравнения. Понимаете, я вот одно скажу. Каждый человек, вот как в Чехии говорят у нас здесь, каждый неякий. И вот я тоже самое скажу. Все люди разные. Есть другие тарологи, пожалуйста. Вот я говорю так, да, то есть мой почерк такой, и не меняется. Определенно я пытаюсь донести простым человеческим языком. Вот когда сядете на мое место и будете говорить, давайте послушаем тогда вас. Однозначно вы будете на другом языке говорить, на своем, понимаете? Что думает о вас окружающее? Но о том, что вы ждете какого-то, вы знаете, что вас кто-то подтолкнет, что или вас не подтолкнуть, вы не будете действовать. Да, вам нужен вот какой-то пинок или какая-то мотивация. То есть вас очень сложно сдвинуть с места. И вы человек, который очень долго может раздумывать, вводить в эти качели, да, качать. Не знаю, может быть, вот как-то так. Так, что думает еще о вас окружающие? Ну, о том, что вы куда-то собрались. Вот видят вашу какую-то дорогу, что вы куда-то собираетесь или собираетесь что-то покинуть. Опять-таки, кто-то чувствует, кто-то может быть, кто в отношениях, именно ваш партнер может думать, что вы вот-вот как будто бы куда-то слынете, уйдете, покинете. Даже, вы знаете, вот как отрежете и ускачете. Отрежете и ускачете.
Да, сменив номер телефона или вообще заблокировав этого человека по любви, по чувствам. Слушайте, человек такой, вы знаете, здесь есть такое, что укоренилось с детства. И это детскость, да, вот какая-то. Или детское незрелое поведение, хотя человек уже взрослый. Только тело может быть взрослым, но внутренне это какой-то ребенок. У человека какие-то догадки, домыслы, вот как я только сейчас об этом как раз говорила, да, то, что внешне определяют какой-то портрет. И у него домыслы такие, что вы куда-то уйдете, слиняете от него. Также здесь такое чувство, да, что вам эти отношения вообще не нужны. Человек может чувствовать, что вы к нему ничего не испытываете. Нет у вас чувств к нему. Ему из этого становится даже в некой степени или испытываю комплексы, да, или вот какой-то такой страх, что меня опустят лицом в грязь. Жестокий может быть или такой тиран, сухой. Это может быть даже человек с такими маленькими губками. Или вот как говорит, у него, знаете, так губки сужаются, как будто еще больше. Жадный, эгоист. Этот человек вообще считает, что он родился на этот свет, чтобы прожить эту жизнь для себя. А почему другому нельзя жить для себя? Да, то есть, получается, все остальные вокруг него слуги должны его обслуживать. Нет. Каждый человек также будет считать, как считает он. И вот здесь такое, знаете, проживает эту жизнь так, как ему удобно, с кем ему удобно и так далее. Но вы же именно здесь показываете, хочется сказать, средний палец или не слушаете его. И вот это бесит. И вот чувствуется, да, что вы вообще скоро потеряетесь или разойдутся ваши пути дороги окончательно и бесповоротно. Вы на самом деле можете сменить номер телефона или заблокировать этого человека. У кого-то этот человек уже стоит в блоке. Но здесь, да, вот такое чувство, что человек что-то для вас сделал, как он считает, а вы ничего. Или вы ничего для этих отношений не делали, а вот я, да, старался, бедняжка, вкладывался. Но здесь какая-то такая некая ситуация, как подвешивание человека за ноги. Или как он считает, что меня поставила в какую-то неизвестность, тем самым подвесила меня за ножки, да, или я теперь жертва, бедный, несчастный. Вот так вот. Так, что еще думают о вас окружающие? Опять здесь показывают какую-то такую независимость, броню вашу. У вас здесь, знаете, такой есть некий юношеский максимализм, да, это еще можно назвать, или человек, который еще не постарел душой, который всегда молод. Также вы, например, уже возраст, а вот вы все молодитесь, да. Или вы к чему-то стремитесь, хотя уже почти, да, у конца жизни, или до сколько вам лет, а вы все, да, вот какие-то цели ваши видят. Но куда вам это, или куда вам столько дел? А кому какое дело до этого? Здесь, кстати, может быть, даже кто-то из семьи показывает на вас пальцем и видит вот эту вашу «я хочу взяться за какую-то возможность» или «я поставила для себя цель сделать это». А зачем вам это надо? Вот тут об этом идет разговор. Зачем вы это делаете? Ну, для себя. Да, ответ логичный. Для себя я это делаю. Мое тело – мое дело. Да, моя жизнь – это моя жизнь. Как бы, кому какое есть дело. Да, вот. И вот тут вот похоже, да, что в вашу жизнь, может быть, кто-то лезет. Или обсуждает именно сам собой вашу жизнь. О том, почему вы это делаете. Зачем? Зачем? Ну, так нельзя. Или так неправильно. Это могут быть даже родители, да, это могут быть даже близкие родственники. Зачем вам это надо?
А нравится вам, если. Здесь везде выходит карта мир, такое чувство, что вы куда-то отправитесь, на самом деле, подальше от всех. Вот, да, такое чувство, как будто бы в один прекрасный день собрала вещи и уехала. У кого-то, на самом деле, может быть какое-то или крупное такое событие в жизни случится, связанное, это может быть или с переездом, или вообще началом чего-то нового. И вам париться, да, не стоит по поводу каких-то там людишек. И если вы даже что-то задумали, определенно здесь чувствует о каких-то ваших планах, что-то вы намерены делать, то делайте для себя, любимый, делайте. На самом деле, не делав ничего, вы лучше для этих людей не станете, поверьте. Выбирайте себя, она эгоистка. Она эгоистка, у которой свой мир, которая выбирает себя, которая, знаете, вот даже ради своих целей готова идти по головам. Вот так думают. Что у вас определенно есть еще такое чувство воспользоваться, да, чьей-то помощью, например, или если она о чем-то нас просит, в любом случае она имеет в виду свои какие-то только цели. Но когда мы попросим, она нам не поможет. У вас есть связь с потусторонним миром, однозначно есть. Здесь могут смотреть четверочки, 22, 13, 31, такие числа по дате рождения. Здесь могут в принципе смотреть женщины, которые увлекаются эзотерикой. Или вы чувствуете, что у вас есть какая-то связь. Связь с предками, связь с духами. Определенно даже с какими-то стихиями. А ваша, напротив, получается, сила. Если вы огонь, то ваша сила здесь больше в воде, а вы можете думать, что в огне. Понимаете? Вот, а кто земля, может думать, что он земля, а он воздух, стихия. То есть воздух. Или наоборот. Да, вы ведьма, говорят. Здесь, кстати, уже несколько раз повторяется ситуация, на самом деле, что вы вот пользуетесь чем-то. Это вот как-то просвечивается, видится, или, может быть, вы носите определенно что-то на себе, что доказывает именно или показывает, проецирует вас как человека, который увлекается вот какими-то такими, может быть, практиками, ритуалами, да, что-то вы там колдуете, делаете. Попахивает вот какой-то даже не просто... Есть же еще и белая магия, а вот попахивает именно чем-то таким черненьким, понимаете? Присушить и так далее. Остуды. Даже у вас могут быть темненькие глазки, вот уже думают, или зеленые глазки, думают, все, она колдунья, а вы даже об этом и не подозреваете, понимаете? Но у вас есть эта связь определенно. Вы можете даже и не развивать, но у вас есть вот эта вот сила, вы можете сказать, например, да, и оно раз сбудется. Или под руку сказали, сбылось. Кто-то, может быть, видит сны, или сны предсказываете. Вернее, не сны предсказываете, а считываете сны. Здесь к вам кто-то все лезет и лезет. Здесь есть какой-то третий лишний. И кто находится в отношениях, сразу говорю, что здесь кто-то как будто бы есть третий. Не обязательно это любовница. Здесь кто-то вмешивается в ваши отношения. Даже здесь подруга может вмешиваться, советовать вам что-то. Или наоборот, со стороны вашего партнера. Может быть, кто-то лезет, вмешивается, советы дает.
Знаете, вот что самое интересное, то что вы вот как-то всегда, многие могут думать, что вы прикидываетесь наивной, да, и на самом деле вы себя ведете так, как вы чувствуете, да. И часто здесь проявляется некая такая наивность. Но люди воспринимают это маской, лицемерием, да, каким-то предательством, вот чем-то похожим. И вот думают, что вы такая вот, например, вот эта вот тихая, она, да, вот горы свернет. Или предаст, или еще чего сделает. Та, от которой не ожидаешь. А вы говорите, как вы думаете. Иногда даже это кажется по-детски, но вы так думаете, понимаете, и говорите. Говорите прямо, может быть, или наивно верите во что-то. Есть у вас такое, но люди это воспринимают именно хитростью, вашей хитростью. Конкретно здесь кто-то из прошлого. Здесь очень много людей из прошлого думают о вас и помнят. Но здесь и в хорошем смысле вас помнят. Здесь не только плохое, да, здесь есть и хорошее. Кому-то вы даже изменили эту жизнь. Здесь как будто бы человек даже избавился от каких-то зависимостей благодаря вам. Зависимости разные, опять-таки. Это не обязательно сразу алкоголь и сигаретки, да, это что-то может быть другое. У кого-то может быть, в принципе, какое-то психическое заболевание, расстройство. Да, здесь мечи выходят. Часто по мечам, и тут еще дьявол, выходят психические расстройства, или же, да, человек именно уже готов был, извиняюсь, тут смерть, чуть ли не суицидом кончить, например, да, но вы раз и вытащили. Или у человека уже не было надежды, но вы дали эту надежду. Людям кажется, только кажется, да, здесь вот определенно на вас натягивают какую-то обложку и пытаются верить тому, что вот за этой обложкой, придумывая то, что за этой обложкой, понимаете? Но отталкиваясь от этой обложки. Ну, вы довольны собой, опять-таки. Хитрая вы лисица. Вот так вот думают. О том, что вы от своего не откажетесь или откусите по локоть. Любите вы материальные блага, любите вы наслаждаться этой жизнью. В целом, так скажу, да, то, что у вас здесь что-то и внешне поменялось, но опять-таки люди говорят, что вы не стареете, или вы операции делаете, или вы как-то вот что-то с собой делаете, что вы не стареете. Может быть, да, там ходите на процедуры какие-то, или были у пластического хирурга, поменяли нос или что-то, да-то там на лице. Ну вот как-то видится в вас что-то такое молодое. Здесь конкретно кто-то надеется на вашу помощь, что вы еще вытащите и поможете. Также думают, что вы связаны с какой-то деятельностью. Это может быть волонтерство, да, где помогают. Или же вы располагаете какими-то финансами, через которые вы можете помочь. А здесь конкретно смотрит на вас какой-то еще человек, который вы нравитесь, да, человеку из-за внешности. Ваша внешность очень сильно нравится. И ваша внешность напоминает вот кого-то из близких. У меня вот идет сюда мама, да, похожая на маму. Но человек здесь такими влюбленными глазами. Вот эти глазки, знаете, смайлики есть такие с сердечками на глазках. Вот тут вот прямо у этого человека что-то такое по отношению к вам есть. Когда видит или замирает человек, или, знаете, вроде как
мужчина я, да, но веду себя как ребенок сразу же, да, не знаю даже, что сказать, стесняюсь, нервничаю, поправляю на себе волосы, как студент. Ну, вот что-то такое. Ну, человек, как будто бы вы общались уже с этим человеком. Да не как будто, а вы общались с этим человеком. Знаете, даже вот ему кажется, что вы тоже влюблены в него, или он вам нравится. Симпатия. Тут такая взаимная. Он чувствует, что и он вам нравится, и вы нравитесь этому человеку. Кстати, вы первая подали сигнал, или вы первая, вот знаете, как повлияли на эти отношения, что они зародились, эти отношения. Подошли первые, может быть, спросили что-то и так далее. Но здесь вот такое чувство, что я ей понравился. Или я ей нравлюсь. И вы кого-то очень сильно ему напоминаете. У него дорога к вам. Вы еще скоро с этим человеком встретитесь. Человек придет к вам с подарком. И здесь будут какие-то в этом подарке вот определенно символы, детали, да, сердце. Или то, что намекает на отношения, на чувства. Тут может быть даже вот какой-то подарок, связанный, может быть, День Святого Валентина тоже, да, или это повод как раз-таки подарить подарок или пойти навстречу к ней. Резко с набегу, с чувствами, с эмоциями, ждите, проявится этот человек. Кстати, вы знаете, еще похожи на какую-то актрису. Или любимая актриса была, да, и вот вы очень сильно похожи, но больше здесь на кого-то родного. Кстати, этот мужчина имеет большие перспективы на будущее. Знаете, он может быть моложе вас или выглядит очень молодо. Даже когда, как вы его узнаете, вы, когда спросите, сколько тебе лет, он скажет, например, да, сколько-то там, 50, да, но он не выглядит на 50, или 60, он не выглядит на 60, или 40, он не выглядит на 40, или 30, он не выглядит на 30, да, вот как-то так, он выглядит намного моложе. Или же здесь может быть моложе по возрасту человек, но человек очень такой умный, и у него есть какие-то определенно перспективы. Человек умеет хранить тайны, на него можно опереться. Вот вам так не покажется, что можно опереться, или что он вынесет что-то, или сможет обеспечивать, например, и так далее. Вы зря говорите. Такой сможет, вот как раз таки. Не смотрите на седину и прочее, да, смотрите на дела, что еще думают окружающие. Ну, то, что после какой-то конфликтной ситуации вы поступили верно, возможно, даже перестали общаться, да, кто-то даже вот как стыдно ему за то, что вам сказал или что-то вам сделал. Здесь какое-то такое оправдание идет перед вами, но не конкретно прямо перед вами, вам в лицо. А вот человек оправдывать стал вас, что был неправ. Здесь вот как будто бы все встало на свои места, или даже о чем вы спорили, человеку что-то подтвердилось, информация. И он понял, что вы были правы. Вообще так, да, человек может думать, что и не зря это все произошло. Или конфликтная ситуация, или то, когда каждый отстаивал свое мнение, да, вы даже защищали какую-то свою границу или отстаивали свое слово. Но то, что вы доказывали, это правда. И вот на самом деле это не просто о чем-то вы спорили, да, или вели диспут, но вот тут вот как открыли на что-то человеку глаза. Да, человек что-то вразумел, понял, осознал. Опять-таки, это знакомый вам человек, вы общались с этим человеком. Он говорит, что вы молодец, и вы растете, вы не останавливаетесь. Вы, кстати, знаете, вот как будто бы
то, о чем вы спорили, вы в этом разбираетесь хорошо. Возможно, даже вы в этой сфере работаете или разбираетесь в этом как учитель. Вот теперь человек об этом очень много думает. Возможно, даже между вами будет еще общение, примирение. Но человек зайдет хитро. Он не будет перед вами оправдываться, что вы были правы. Он как-то попытается эту ситуацию сгладить. Мягко сгладить. Но терять отношения с вами не хочет. Это не обязательно любовные отношения. Это может быть и женщина с работы, например, да, какая-то. Не хочет отношения рушить, разрушать. Кстати, вы будете еще общаться, возможно. Те, да, именно кто о чем-то с кем-то спорил, вы снова возобновите с этим человеком отношения, взаимосвязь, общение. Может быть, даже наладите какую-то работу. Но он говорит, что она права была. Она права. А человек, кстати, пытается найти тоже какие-то, опять-таки, ваши ошибки. Потому что, в принципе, здесь, знаете, такое есть, что человек не хочет до конца признавать, что вы были правы. Он пытается найти какие-то ваши минусы, изъяны, чтобы ситуацию тем самым уравновесить. Понимаете? Чтобы не казаться глупцом, например, тоже. Здесь кто-то к чему-то стремился конкретно из вашего окружения. Ну, вот как будто бы то, что он хотел исполнить в жизнь, исполнили это вы или получили это вы. Даже у человека это было, может быть, вот какая-то спешка, борьба за что-то. Да, человек старался, делал, и тут раз он узнает о чем-то, что, оказывается, сделали это вы. Вы сделали. Человек обижается. Я же тоже хотела такое платье купить, или я тоже хотела в этом достижение иметь и так далее, или тоже в этом прославиться, или тоже это делать, и она это сделала, теперь я это делать не хочу, да, что-то такое похожее. Да, здесь уже все. Обида навсегда. Здесь, кстати, может даже быть такое, что человек нашел что-то единственное, он долго об этом думал, чего нашел, да, и вы это перехватываете. Ну как так? И сразу такая обида пошла. Ой, обиды, много обиды. Аж подраться, поругаться, что-то доказать вам хочется. Человек злится на вас, что вы в чем-то талантливы, умеете или преуспеваете, бежите вперед паровоза, или вы впереди этого человека. Но здесь невозможно просто ему на это все смотреть, на чью-то победу. Человек обижается в магазине, а на полках ищешь что-то, находишь вроде как, а оно последнее осталось. И кто-то за этим прибегает, тоже ему это надо, и вы забираете. Перед его глазами это последнее. Это, кстати, может и так даже ситуация проиграться. Но здесь не то, что в магазине, это человека вы знаете. У человека опускаются руки из-за этого, он не хочет уже ничего. Он и так кое-как нашел, стал делать чего-то, а делаете это уже вы. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.